Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов, у микрофона ведущая Саргалана Антонова. Завтра, 14 декабря, пройдет республиканское совещание работников государственных и муниципальных архивов Республики Саха-Якутия, посвященную столетию образования Государственной архивной службы Республики Саха-Якутия. Очень символично, что год столетия нашей республики мы отмечаем и юбилей Государственной архивной службы. В Якутии создание данной отрасли явилось одной из важнейших задач молодой республики. Так, 18 декабря 1922 года были определены задачи и цели созданного управления архивными делами ЯССР. В советское время были выстроены новые стандарты к учету, комплектованию, организации хранения архивных материалов по одним принципам. И благодаря этому сегодня стало возможно внедрить новые цифровые методы работы, информационные технологии, которые помогают созданию единой системы. Современные архивы на сегодня уже перестали быть герметичными структурами. Они открыты для общества. И вместе с тем, как хранители документального исторического наследия, они имеют важное государственное значение. Итак, как цифровизация меняет жизнь современной архивной службы? Сколько лет должны храниться документы? И какая работа была проделана к столетию ЯССР? На эти и другие вопросы мы попросим сегодня ответить гостей нашей студии. Итак, это начальник архивного отдела Алданского района Алена Сергеевна Лаврентьева. Здравствуйте. Здравствуйте. Заведующий муниципальным архивом Сунтарского района Аркадий Егорович Яковлев. Здравствуйте. Добрый день. И начальник архивного отдела администрации Омиконского района Инга Викторовна Зеленкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Сахаради. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам по телефонам 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к моим собеседникам, то присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, я хотела бы начать наш разговор со следующего вопроса. Да? Давайте начнем. Если рассмотреть архивы с точки зрения их общегосударственной значимости, то это прежде всего хранилище национальной памяти. Можно так сказать? Я права? Да, конечно, вы правы. Это национальное достояние как страны нашей, республики, так и нашего района, там, допустим, каждого района, скажем. Конечно, это достояние очень... Его нужно сохранить в целости, сохранности и передать следующему поколению, чтобы следующее поколение могло читать, анализировать, также не сотворять какие-то там ошибки, как учиться. Но архивы – это все равно, получается, часть нашей истории. Конечно, да, конечно. Часть истории. Основная, наверное. Основа. Хорошо. Какие виды архивов можно выделить на сегодня? Давайте немного теории. Архивы есть ведомственные, государственные, муниципальные. Частные есть. Частные. Много есть. Сейчас очень модно. Частные открывают архивы. И как бы много очень есть... обращаются люди в архивы. Хорошо. Какова главная задача архивов на сегодня? Как бы вы обрисовали свою деятельность? Главная задача наша – сохранить и передать будущему поколению в целости и сохранности. Как раз работе муниципальных архивов и посвящен наш разговор, поэтому давайте узнаем, как вообще на местах проводится работа по сохранению и популяризации нашего исторического наследия. Если сотрудники Национального архива бывают у нас в гостях довольно часто, то, к сожалению, сотрудников муниципальных архивов мы видим крайне редко. И поэтому, естественно, что нам интересно, как же вы работаете у себя там на местах. Да? Сколько человек трудится у вас в архивах? Вообще, каково ваше документальное наследие? Давайте я расскажу. Давайте в нашем архиве, у нас в архиве работают 4 человека. 2 человека, которые руководители, специалист первого разряда. Мы работники администрации Алданского района. 2 человека у нас переданы по полномочия, то бишь они от республики.
В архиве у нас хранятся 44 тысячи единиц хранения. Самый первый документ у нас – это управление статистики тогда, 1926 года. Статистика вообще отдельный фонд и очень интересный. Очень много исследователей в нем работают. Там же можно любой год открыть, поднять и увидеть, сколько там было радиоточек, сколько было там крупного рогатого скота. Ну, все же тогда все было статистики. Вот наш как раз архив там показывает. Вот так вот мы и работаем. Работаем много. Современные технологии нас догоняют. Так что о которых мы, надеюсь, поговорим здесь. Хорошо. Как в Миконе обстоят дела? Ну, в нашем архиве работает 3 человека. Это я и 2 специалиста на субвенции. Специалисты исполняют в основном справки по социально-правовым запросам. Это стаж и заработная плата. Количество документов в архиве у нас 18 тысяч единиц. Сюда входят и документы по основной деятельности, это документы постоянного, вечного хранения, как народ говорит, и документы личного состава. Ну, хорошо. Так, с Унтаром перейдем. Но наш архив был открыт в 1936 году. В настоящее время в нашем архиве работает 2 работника, я заведующий и специалист. В фондах архива хранится почти 30 тысяч дел, и самое старое дело – это 1902 года документы Шейнской Георгиевской церкви. А всего в нашей республике муниципальных архивов 36 учреждений. Это помимо Национального архива. Хорошо. Муниципальными архивами проводится очень большая, важная и, может быть, не всегда видимая работа, да, на самом деле, по учету, реставрации, оцифровке документов. Вот я, может быть, что-то упустила в перечислении вашей деятельности? Да, упустили, наверное, сохранность, Да. потому что их нужно хранить согласно правилам, а это достаточно жесткие такие правила их хранения. Использование, естественно, переданные полномочия, которые работают у нас люди по субвенции, исполняют социально-правовые запросы. Инга Викторовна об этом сказала. Учет. Вот вы говорите специальные условия для хранения. У вас действительно содержатся уникальные документы, даже вот начала, можно сказать, 20 века, да? В каких условиях они хранятся? у этих документов особые условия хранения, особые правила. То есть документ должен быть храниться в специальных коробках. Карабан называются архивные. Ну, бывают еще архивные сумки тоже. В темноте, чтобы не было сырости, влаги. Это вот обязательные требования. Влажности, чтобы не было. Должна быть вентиляция. Но это вот самые такие основные правила, которые должны быть, чтобы сохранить этот документ и перешел он следующему поколению. Чтобы текст не старел, не светлел, читаемый был текст. Там очень тоже строгие такие правила. Каждому делу, каждому листку, так скажем, в этом деле. Но в этом году мы отметили 100-летний юбилей нашей Якутской автономной Советской Социалистической Республики. И я думаю, что вот ваша работа в это время была очень востребованной, потому что действительно готовилось очень много публикаций, очень много выставок, да? Расскажите об этом, пожалуйста. Какой пласт работы был проделан именно вот в рамках юбилея? Мы очень много приняли исследователей, которые сидели и работали у нас в читальном зале, которым мы помогали также и искали, когда они не могли какой-то найти. Вот у нас 100 лет будет Алдану, городу Алдан. И мы совершенно случайно нашли документ. У нас Лена Владимировна Вася нашла документ, который целое дело, 200 там с лишним листов, празднование 10 лет Алдану. Представляете, 90 лет назад сценарий прям фильма, все. Это такое дело интересное.
Вот она у нас пошагово сохраняется. Сохраняется. Каждое 90 лет это дело каждое лежало движение у нас. сохраняется, как вообще люди жили. Там даже сценарий фильма. Вот там, например, лошадь идет, там мужик ведет ее, бежит собака. Вот прям такой сценарий весь описанный был. Вот так это. Вот что то есть такое благодаря юбилею вот именно активизируется исследовательская Конечно, деятельность. конечно. У вас в Военконе какая работа была проделана? Ну, у нас к нам очень часто обращаются краеведы. Мгм. Есть краеведы с других районов интересуются, потому что все равно республика, она одна. И взаимосвязана. Один район все равно взаимосвязан от другого. И к нам вот обращается вот даже Сунтарский архив, Алданский архив, Да, все равно. да. Какие-то документы я вот находила на Алданский архив, передавали. Как мы не то, что передаем, а вот сканируем. Делитесь Да, информацией. делимся, да, и Да. вот отправляем. То есть тут тоже. Ну, к нам приходят также исследователи, и краеведы. У нас есть Слепцов Спиридон Спиридонович, очень такой знаменитый наш краевед, очень интересуется прям историей нашего района Имяконского. Это все тоже в книге отражается, в его книгах отражается. Мгм. Хорошо, Аркадий Егорович, у вас в районе, я знаю, что очень большая работа проводится. Мгм. Ну, к столетию, конечно, традиционно вот выходят статьи. Сейчас уже не только в бумажном виде, но через интернет выходят. И проведено ряд мероприятий. Например, в апреле было проведено мероприятие. Есть такой термин, оказывается, коммеморация. Это когда в переводе означает «народная память». Мгм. В связи с столетием, например, в Сунтаре, какие памятные места есть и что нужно сделать для развития этого направления в нашем селе. Был устроен круглый стол, были приглашены жители, старейшие, краеведы, руководство, и мы обсуждали, какие еще направления работы должны проводиться в нашем селе. Мгм. Вот такой новый вид работы, например. Угу. И, конечно, к столетию нашей республики готовятся книги. Уже некоторые вышли, и некоторые в конце года ждем из печати. Мгм. Что вот, например, уже вышло? Хотя бы перечислите, потому что у нас до рекламы совсем немного времени осталось. Но не только в этом году, но в прошлые годы. Например, впервые в России вышли опубликованы метрические книги церквей. Это чтобы люди не приходили в архив, не обращались в архив, не ходили, например, дома или из библиотеки, могли забрать книгу и дома посмотреть. Мгм. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И сегодня мы говорим о работе муниципальных архивов нашей республики. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня в преддверии республиканского совещания работников государственных и муниципальных архивов Республики Саха-Якутия, которое посвящено столетию образования Государственной архивной службы Якутии, мы говорим о работе архивов в улусах и районах нашего региона. Все ли нужно и можно переводить на цифру? Какие самые интересные открытия в документах были сделаны за последнее время? Где готовят специалистов для архивной работы? На эти и другие вопросы сегодня мы ответим в результате нашего разговора. Напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Саха Радиота. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к моим собеседникам, то звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Аркадий Егорович, вот мы говорили о работе, которая была проведена вот в рамках столетия нашей республики, да, и говорили об изданиях, которые вышли именно вот к этой круглой дате. Наш краевед Альбина Григорьевна Иванова, она заведует музеем образования Сунтарского улуса, по специальности историк, тоже очень глубоко занимается историей народного образования, и она подготовила новое издание по истории народного образования Сунтарского улуса. Угу.
Там представлены биографии, но она очень хорошо работает с населением, находит старые фотографии, восстанавливает их биографию, кто изображен на фотографиях, и она вот сочетает эту работу работу с документами. Очень широко использует документы как историк не только нашего архива, но и из фондов Национального архива Республики Саха-Якутия. То есть, получается, очень большой объем работы проделывается для того, чтобы подготовить вот то или иное издание. Да? И еще вы сказали, еще одно издание подготовлено, которое посвящено улицам, да, вашего района? Да, улицам. Первые улицы у нас появились в советское время, конечно, в 1954 году. Но по улицам традиционно в России выходят книги, я вот смотрел справочники. У нас в нашем селе за всю историю 200 названий улиц было. И переулок, например, Толстого, всех писателей, например. И с помощью поиска выявлены были законодательные акты, когда вот назывались улицы, переименовывались улицы. Все эти акты вошли в книгу, а также сейчас такая мода пошла после советское время называть улицы, переулки местными уроженцами названий. Для них приведены их биографии, чтобы население и учреждения знали, в честь кого названа эта улица. Получается, что очень для широкого круга читателей предназначена эта книга, да? Следующий год у нас в ВУЗе объявлен годом родного языка, поэтому через сессию наследного совета мы провели решение, чтобы нормализовать написание улиц не только на русском языке, но и на якутском языке. И следующий шаг – это подготовка аншлагов улиц и переулков на двух языках – на русском и на якутском. Да, это очень хорошая, объемная работа. Да. А получается, чье авторство вот этой книги, которая посвящена улицам? Автор – это я, но эта работа велась очень долго, потому что я до работы в архиве работал в сфере образования, у меня был кружок КЛИО, краеведческий, и мой воспитанник Трофимов Алёша еще в 2000-х годах написал доклад «Микротопонимы села Сунтар». Основой книги стал этот доклад. Как у вас хватает времени, энергии для того, чтобы не только исполнять свою работу, да, но еще и проводить очень большую исследовательскую работу, издательскую работу? Мне кажется, это нужно работать 24 часа в сутки, наверное. Так и получается. Так и получается. Любимому делу отдаетесь полностью, да? Ага. Хорошо. А все ли нужно и можно оцифровать? Вот такой у меня вопрос. Нет, не все нужно. И не все возможно. Пока, по крайней мере. Но на первых порах это, конечно, нужно прям обязаны мы отсканировать документы именно внести в базу, оцифровать и внести в базу данных именно документы. Допустим, в нашем архиве 30-го года, 1930 года. То есть эти документы мы должны обязательно внести. В общем, получается государственная часть. Они делятся на государственную, муниципальную, и частные, документы, которые частные сдают. Первоначальная задача муниципальных архивов, сейчас задача оцифровать государственную часть. И под руководством, естественно, Национального архива, она медленно, тяжело, конечно, потому что загруженность. Книги надо, статьи надо, работать надо, отчеты надо, населения исполнять надо. И оцифровка мы медленно, но верно с помощью Национального архива мы вносим данные, так сказать, вносим в эту базу данных. Оцифровка – это не значит, что ты сосканировал и отдал. Это же совсем другая работа. Когда ты сосканировал и прикрепил, это уже конец. Это уже дело ты закрыл, ты его сделал. А еще надо внести кучу баз данных об объем. А как определяется, что именно эти документы нужно отдать на вечное хранение? У нас есть перечень документов, и в этом, в перечне все разработано. Разработано и указано, что какие документы хранятся постоянно, какие временно. У каждого документа есть свой срок хранения. То есть с грифом «постоянно»
Вот эти документы мы должны отсканировать и внести в базу данных, сохранить. Мгм. А много ли вот у вас, какая категория относится вот к вечности? Какая часть ваша? Постоянно. Ну, у каждого архива свое количество документов постоянно. Ну, Допустим, примерно, наверное, это в процентах 70 постоянного. Ну, у кого как, да? Ну, Примерно. да, ну, примерно так. Мгм. Ну, я думаю, на Процентов. людей вот производит впечатление такая надпись «Хранить вечно». Такая очень монументальная. Документы Ага. постоянного срока хранения, если Ага. правильно говорить, они называются вот так. Ну, Люди, ну, да, вот, например, вечно это век. Да. Например, вот востребованные документы — это по хозяйственной книге и актовые записи ЗАГСа. Они по закону должны храниться 100 лет в самих организациях. 100 лет. Например, актовые записи ЗАГСа по закону хранятся в ЗАГСе 100 лет, и только после этого должны передаваться в архивное вечное хранение, как вы говорите. И по хозяйственной книге тоже вот специалистам на семинаре говорю, что вот вы должны по хозяйственной книге хранить 100 лет. Для них это Кажется, огромный да, срок. огромный срок. Только после этого эти документы должны перейти к нам на вечное хранение. Мгм. Ну вот у вас очень большой объем работы связан с оцифровкой, да? Для этого, наверное, нужно очень хорошо знать техническую часть, быть хорошим фотографом, не знаю, может быть, реставратором, химиком, ведь старинные документы, работа с ними – это тоже особое направление деятельности. Ну, знаете, у нас же нет таких старинных документов, как в Национальном архиве, там 1600, да, у нас все равно документы, 1926, да. 902 И года, сейчас современное например. это оборудование, сканер, это же достаточно такой уже... Бесконтактно. Да, он бесконтактный. Ты листики открываешь, и как бы он уже такой осовремененный. Там всё даже такой. химиком не надо, фотографом быть, он все делает. Главное его приобрести. да, вот цена вопроса. С этими бывают сложности. С Да, этими конечно. есть сложности. Аппаратура очень дорогая, техника дорогая, но она этого стоит. Мгм. Кстати, вот с финансированием, с обеспечением всем необходимым, как на местах дела обстоят? Ну, тоже зависит от района. Вот у нас вот тендер объявлен на приобретение планетарного сканера. То бишь, вот мы за 970, что ли, миллионов, 970 тысяч мы вот выставили. Вот у нас тендер объявлен. То бишь, у нас на следующий год мы будем что-то с ним делать. Обладать техникой, наконец-то, да, у вас в Имконе, в Сунтарах. Ну, у нас нету планетарного сканера. Конечно, это мечта моя приобрести. Да, приобрести, потому что это, я считаю, что это необходимая вещь на данном этапе. Но у нас есть визуализатор. Визуализатор, он сканирует полиистное, допустим, формат А4. А планетарный сканер, он на развороте. То есть это намного легче. Ну, что есть, то есть, как говорится. И этим скажем спасибо. Хорошо, как у А вас? вот, нужно разъяснить этап работы. Первый этап Это работы у нас еще не завершен. На первом этапе работы специальная программа ICVAR, пользователи Национального архива знают, потому что большое количество документов, которые востребованы исследователями, уже Национальным архивом переведено в электронный вид, поэтому когда приходят в архив пользователи, им говорят, что нужно зарегистрироваться в этой программе, и из дома можно уже смотреть, заказать документы. Да? Но это уже второй этап, как сказали. А первый этап – это когда нужно забить все фонды, название описей и, главное, заголовки дел. Например, я же сказал, почти 30 тысяч дел, и мы должны 100% 30 тысяч заголовков дел, как называется, дела, должны в эту базу данных забить, чтобы можно было осуществлять поиск документа. Только потом, как сказали... Потом сканировать. Хотя бы знать, какие документы есть в наличии. И только потом, во втором этапе, мы должны сами документы отсканировать и разместить электронные образы базы данных. Но у нас есть муниципальные архивы, которые уже это делают. Вот у нас Нерюнгринский, Мирнинский, у них 100%, по-моему, да? Вот у Нерюнгри точно 100%. У них внесено, то бишь. Ну и они уже занимаются присоединением, корыстным присоединением дел.
А на ваш взгляд, вот мне хотелось бы знать, и вообще интересно, все-таки самое надежное средство хранения документов это вот в электронном виде, либо это все-таки по старинке бумажный формат? На наш взгляд, наверное, это бумажно. Бумажно, Потому конечно. что все равно, как бы мы ни говорили, что это электронный, что это техника, есть свойства техники ломаться, а бумага, тоже она тухнет, как бы вот, да, она же тоже вот она выцветает, там, да. да, поэтому и условия хранения, о правилах мы все и говорили, да, и температурный, и влажный режим, он как бы поэтому для сохранности этих документов. Хорошо. А муниципальные архивы, мне вот тоже интересно, да, принимают участие, может быть, в конкурсах, программах, которые позволяют привлечь внебюджетные источники? Такого не было. Бюджетных не было. Нет, не было. Но вы рассматриваете такую возможность, может, в Если бы перспективе были, у для нас себя? для архивов таких программ нету в республике. Не в республике, наверное, и по России, то у нас Росархив как-то не... У нас в Да. Нирингре участвовали, помните, они побеждали в каком-то конкурсе лет 7 назад. Фонд культурных инициатив, например, вот объявляет конкурсы, какие-то проекты, может быть, инициировать. Это Может, нужно это пробовать. из-за загруженности архивов. Штат это маленькие, а объемы. Хорошо, дорогие друзья, мы снова прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Программа «Иркутск сегодня». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в гостях представители муниципальных архивов Республики Саха-Якутия. И мы говорим об особенностях работы в архивах, о том, какие направления нуждаются в усилении, а также о перспективах развития отрасли. Итак, гости нашей студии – это сотрудники муниципальных архивов улусов и районов нашей Якутии. Это Алдан, это Микони и Сунтары. Напоминаем, дорогие друзья, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Тетим Саха Радиота. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066, 32 1166. Если у вас есть вопросы к моим собеседникам, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, мы продолжаем нашу беседу, да? И сейчас я знаю, что большое внимание, конечно же, уделяется доступности документального наследия. Какие инициативы в этом направлении реализуются? Я знаю, что вот в последнее время очень вырос интерес, например, у нашего населения к своей родословной, да? Вот каким образом здесь вы работаете с запросами населения? Пожалуйста. Да. У нас состав населения такой коренной. В советское время как бы эта тема была табу, как бы до революционное прошлое как бы не приветствовалось изучать, тем более родословную. А сейчас, наоборот, такой бум. Не только в Якутии, но по всей России все кинулись искать своих предков в архивы. И здесь нужно, конечно, поблагодарить сотрудников Национального архива нашей республики, потому что они очень большую работу уже проводят и провели. И, как я сказал, основные документы уже можно электронно из дома заказать и посмотреть. Это прежде всего посемейные списки жителей нашей республики за 26 за 1927 годы. В электронном варианте все наслега уже есть. А также внесены ревизские сказки, это первые переписи в России. Они тоже уже доступны в электронном варианте. И сейчас завершается работа по оцифровке метрических книг. Это когда от революции регистрировали рождение, браки и смерти. Конкретно в нашем УУСе, как я говорил, впервые в России издается серия метрических книг церквей Сунтарского вуза. Первая книга вышла 5 лет назад, в 2017 году. Это метрические книги Блючанской Николаевской церкви, куда вошли данные не только Блючанского и Нахаринского наследов, но и жителей на территории современного Вильнюсского вуза, все Западной Якутии получается. Вторая книга посвящена
прихожанам Шейнской Георгиевской церкви. И в следующем году уже подготовлена к печати книга третья – это прихожане Эльгейской Предтеческой церкви. Вот такая работа ведется. Ага, это работа, проделанная именно вот вашим архивом? Да. А материалы, конечно, хранятся, как я сказал, в Национальном архиве нашей республики. Хорошо. А мне интересно было бы узнать, приходят ли запросы, например, вот с других регионов? Понимаю, что между районами, между улусами, конечно, эти запросы существуют. А, например, были же в свое время люди, которые, например, работали на золотых приисках, на строительстве Байкало-Амурской магистрали там, и так далее? Да, запросы такие есть. Их очень много, потому что в советское время все, как бы, никому не секрет, что, допустим, в нашем районе было много золотопромышленных организаций, предприятий. И сейчас к нам приходят запросы, такие как из ближнего зарубежья, и также из дальнего. На данный момент такая ситуация в стране, из дальнего зарубежья к нам не приходят. Допустим, ближнее зарубежье к нам всегда идет. И там Узбекистан, да, очень много. Из СНГ это очень много запросов идет. И они сложные, исполнять их тяжело, очень потому сложно. Что опять-таки мы вернемся к тому, что было там льготы есть, если там шахты были, то это тоже они очень объемные справки. Есть запросы очень много именно по вот этому направлению. Ага. Мы привыкли к тому, что вот по определенным запросам население обращается лично в архивы, да, пишет письма и так далее. Но между тем вот эта работа на сегодня уже исполняется через госуслуги, да, а вот у вас на местах как это осуществляется? У нас с прошлого года все 36 архивов перешли вот на госуслуги. Я даже не знаю, по-моему, только Нерюнгринский на данный момент работает, да, по госуслугам. У нас тоже это есть функция. Мы как бы и людей информируем, что обращайтесь к нам через госуслуги, но, видимо, то ли связь плохая, то ли что, и по привычке граждане все равно обращаются к нам по телефону, по электронной почте или сами приходят. Но все равно мы их информируем, рассказываем, что вот это будет удобно, как говорится. Вот, к сожалению, по старинке все равно происходит. Да, вот еще раз с помощью нашей передачи мы хотели бы сказать, что можно все-таки обращаться через портал госуслуги, что все муниципальные архивы сегодня уже перешли на работу. И все эти ответы можно получить с помощью приложения госуслуги, что гораздо удобнее, особенно вот в эти холодные дни, да. Не выходя из дома, зайти в госуслуги и оставить свое заявление. Хорошо. А вот на ваш взгляд, какие направления архивной службы еще нуждаются в усилении? Какие у нас нуждаются в усилении? Все почти. Да. Почти. Вот каждое направление, конечно. идет прям... Это же такая тонкая работа. Архив – это как вот плести кружево. Чтобы собрать, нужно отработать с источником, с организацией. С организацией нужно отработать так, чтобы они представили эти документы. Одно от другого идет. Их проконтролировать, потом представить министерство на ЭПК. Уже постоянка. Это же все равно не решает. Министерство наше ЭПК решает, кто будет источник комплектования, какие документы хранить, как они хранят, кто хранится, почему они вечно хранятся. Если не прошло через Министерство ЭПК, экспертную комиссию Министерства культуры, то это такая вот работа, и ее просто нельзя останавливать. Ее нельзя останавливать. Архивы, у кого нет архивов, у того нет истории. Поэтому министерство наше, у нас был департамент по архивному делу, его упразднили. И только потом Путин взял под свои крыло все архивы. У нас уже все. Сейчас просто есть управление. Архивы нельзя забывать. Это забудете историю, и вас сотрут. Тогда, и сотрут. Хорошо. А вот какие люди работают в архиве? Вообще, где готовят на работников архивов? В архив идут в основном историки, документоведы. Есть такая профессия документовед. Могут быть экономисты, также юристы, любители истории. Любители, да. На ваш взгляд, все-таки человек, который работает в архиве, это не сухарь, как думают некоторые все-таки? Нет, это очень интересная работа. Пока человек сам не окунется, он
не поймет. Это Посмотрите нужно на Аркадия попробовать. Егорыча Сухарева. Какой у нас очень Творческая работа, мне Да, ну кажется. тут творческий, да, подход, и это очень интересная Ну, работа. конечно. Мгм. А так готовят в нашем университете факультет, исторический факультет, там специализация есть историк-архивист. Мгм. И также я знаю, что в Якутске колледж тоже документовед, архивист, потому что они иногда приходят на практику к нам. Мгм, мгм. Хорошо, и я знаю, что вот буквально в этом году была очень интересная инициатива, да, со стороны муниципальных архивов. В этом году с апреля месяца наш доблестный Нерюнгринский архив, он, правда, доблестно, показательно у нас, они запустили капсулу времени. Это прям был такой шок и всплеск. И эта капсула, старт ей дал Нерюнгри, она пришла к нам, к соседям, и мы дальше передали своим соседям Мингино-Кангаласским, заложили туда свое послание, и завтра на торжественном заседании эту капсулу времени мы передадим на хранение в Национальный архив. Насколько лет? Через 100 лет ее Мгм. вскроет Будущего. и прочитает послание каждого нашего муниципального архива. Ровно Ну, через 100 лет. Это у нас вот Нерюнгри. Просто хочется им поаплодировать, правда? Такую инициативу запустили. Очень интересная инициатива. Действительно, можно сказать, что очень творческие люди работают в архивах. Ну что же, я знаю, да, что в эти дни до 16 декабря проводится профессиональная стажировка для работников муниципальных архивов в Национальном архиве и так далее. Да? Вот что входит в программу этой стажировки и что она вам дает? Вот вы знаете, Мгм. плодотворная стажировка, потому что ЛАР, который мы заполняем и вносим всю электронную оцифровку, так сказать, да, наших архивов, ну, нам ее рассказывают практически на пальцах. Показывают. Буквально мы работаем, сидим. Вот. Потому что мы же все на удаленке, вы сами знаете, как инструкций как таковых на бумажке. А когда тебе показывают практическую работу. Да, у нас вот. сегодня была практическая работа. Мы Прям сегодня работали в программе АИС-ЛАР, пробовали пошагово. пошагово нам всё прямо вот показывали. под запись. Мы все это очень плодотворно. Мгм. Хорошо, и у нас осталась буквально минутка для того, чтобы вы могли поздравить своих коллег с юбилейной датой, столетием архивной службы. Пожалуйста. Ой, уважаемые наши коллеги, муниципальные архивы, вы самые у нас стойкие. Мы вас поздравляем с праздником и желаем вам, знаете, желаем вам спокойной работы. Мы желаем вам хороших клиентов, отвечаемых запросов. Ну, и чтобы нас уважали, и чтобы мы себя проявляли. Ну, здоровье, терпение, потому что все равно мы работаем с людьми, Мгм. люди разные к нам приходят. Мы даже немножечко, наверное, и психологи. Поэтому терпение и здоровье. Всего хорошего, конечно. Хорошо. Ну что же, я поздравляю вас со столетием вашей службы. Спасибо. Действительно, здоровья вам и успехов. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания. Сегодня у нас в гостях были сотрудники муниципальных архивов нашей республики. До свидания, до следующих встреч.